Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации Гагаузии. Сегодня я решил с вами встретиться для того, чтобы обменяться о деятельности в парламенте. В связи с тем, что накопилось в парламенте достаточно много законопроектов, которые касаются полномочий и автономии, и в своем выступлении хотел бы обратить внимание на трех аспектах. Первый – это деятельность совместной комиссии. Сделать акцент на некоторых законопроектах, которые находятся в рассмотрении парламента и имеют значение для автономии. И более детально остановиться на законопроекте, который бурно обсуждается в обществе. Это об инициативе изменения избирательной системы Республики Молдова. Итак, первый акцент – это деятельность совместной комиссии. Вы знаете о том, что закон об особом правовом статусе не реализуется в полном объеме, и в этом плане есть определенные сложности. Эти сложности связаны с тем, что закон в свое время не был оформлен в качестве конституционного закона. Впоследствии те договоренности, которые были достигнуты в момент принятия закона о том, что закон, основные полномочия Гагаузии будут закреплены в Конституции, не были реализованы. Ну и еще один фактор, который немаловажный, это отсутствие внешних гарантов принятого статуса. В связи с этим мы, как всем вам известно, периодически испытываем проблемы в реализации нашего статуса по тем или иным направлениям. В связи с тем, чтобы наладить какой-то диалог между центром и регионом, 2 года назад было принято решение в парламенте Республики Молдова, и была сформирована совместная парламентская группа, которая включает по 5 представителей из парламента и 5 представителей с Народного собрания. Работа была проведена определенно. Вы знаете поездки наших коллег совместно с коллегами парламента за пределы, знакомились с опытом деятельности автономии в Италии, в Финляндии, в Уэльсе, в Аландских островах побывали, знакомились с вопросами, непосредственно связанными с функционированием автономии на данных территориях. По результатам деятельности были зарегистрированы 3 законопроекта. Первый законопроект – это о дополнении изменения в закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова. Здесь речь идет о том, чтобы Гагаузия была указана как отдельная административная территория в этом законе. И еще одно новшество в этом проекте, что Гагаузия выделяется как в отдельный уровень управления. Вы знаете, у нас есть 2 уровня управления. Первый уровень управления – это села, города, муниципии. Второй уровень управления – это районы и муниципии республиканского значения. Есть предложение, чтобы Гагаузия была выделена как административно-территориальная единица в 3-й уровень. Второй закон – это дополнение изменения в закон о местном публичном управлении. Это согласуется с первым законопроектом. Здесь предусматривается, чтобы органы управления, а именно органы управления Гагаузии, а именно Башкан, Народное собрание и исполнительный комитет были выведены в отдельный уровень управления. Мы его в законопроекте оформили как особый уровень управления. И 3-й законопроект – это законопроект касается дополнения изменения закона об особом правовом статусе, последнюю статью. Данная статья гласит о том, что закон об особом правовом статусе может быть изменен при согласии
автономии в данном случае предполагаем, что согласие Народного собрания. Законопроекты были зарегистрированы в августе прошлого года. Потом вы знаете о том, что у нас были выборы в Народное собрание, потом долгие выборы избрания руководства. И, к сожалению, на сегодняшний день данные законопроекты не рассмотрены. Мы все-таки, я надеюсь, что в ближайшее время, в том числе и после реакции с региона, законопроекты будут поставлены на повестку и приняты. Следующий аспект, на который я хотел обратить ваше внимание, это законопроекты, которые, как я обозначил, зарегистрированы в парламенте. Некоторые прошли первое чтение. Они в прямой степени затрагивают интересы автономии. И среди них я бы подчеркнул законопроект следующий. Это новый законопроект, зарегистрированный инициатором является правительство. Законопроект о налоговой службе Республики Молдова. В данном законопроекте полномочия Гагаузии не зафиксированы. В связи с этим мною были подготовлены соответствующие поправки. Есть такая процедура законодательная. И мы, депутаты, представители из Гагаузии, все его подписали. И вопрос сейчас на стадии рассмотрения в комиссиях и для возможного утверждения принятия во внимание во втором чтении при принятии закона о налоговой службе. Какова судьба может быть, мне сложно сказать, потому что на данном этапе, пока закон не принят во втором чтении, уже мне известно о том, что на уровне автономии структурно она налоговая претерпела определенные изменения, как и предполагает новый законопроект, а именно законопроект предполагает формирование на территории Республики Молдова 3 отделов, это север, центр и юг, и юг расположили в Камарате, но здесь у нас есть опасность того, что располагая или вливая управление по налоговой по Гагаузии в филиал центра юг, мы можем растерять наши полномочия. В этой связи я хотел бы, чтобы руководство автономии и Народное собрание более детально вникли в этот процесс, и пока не поздно, чтобы мы воздействовали на те процессы, которые протекают, связаны с процессом принятия, и чтобы мы приняли закон во втором чтении с учетом наших полномочий. Почему они стали актуальны сейчас? Речь идет о том, чтобы те полномочия, которыми мы пользовались уже 22 года, они стали сейчас на повестке дня, потому что в самом законе об особом правовом статусе полномочия в области налоговой прямо не отражены, а до настоящего времени деятельность налоговой службы регулировалась правительственными нормативными документами, постановлениями. И, видимо, когда принимался закон об особом правовом статусе, значит, было принято внимание, что эта сфера регулируется правительственными документами и нет необходимости его закладывать в наши полномочия. А вот жизнь показывает, что надо было его отразить. Второй документ, для нас он важный, это новый законопроект, называется тоже инициатором правительства, законопроект о нормативных актах. Этот документ регулирует, то есть в нем зафиксированы, какие органы в Республике Молдова и какие нормативные документы правомочны принимать соответствующие органы.
И самое время, чтобы органы Гагаузии, а именно Башкан, Народное собрание и исполнительный комитет, были как правомочные органы для принятия соответствующих нормативных актов, были отражены в этом законе с конкретным указанием, что уполномочено принимать Народное собрание, в частности, что такое местный закон, каким образом он интерпретируется, его распространение во времени и на территориальное, в том числе и на лиц. Это крайне важно для нас. Данный законопроект также принят в первом чтении, и сейчас идет борьба, скажем так, у нас, чтобы наши полномочия, те поправки, которые нами были подготовлены, также подписаны депутатами из Гагаузии, были приняты во внимание. Хочу сказать, что в числе законопроектов также есть о музеях новый закон, о библиотеках. Они в той или иной степени также затрагивают наши полномочия. И в этом плане у нас тоже есть поправки, которые считаем необходимым, чтобы они были приняты во внимание. И в этой связи я считаю, что и руководство региона, и Народное собрание должны более активно вникать в текущий законодательный процесс и показывать голос, чтобы полномочия региона не ущемлялись, а были приняты во внимание. Ну и, естественно, хочу отдельно остановиться на наиболее обсуждаемом в последнее время теме изменения избирательной системы Республики Молдова. Вы знаете о том, что зарегистрировано две законодательные инициативы. Это инициатива демократов, которая предполагает полный переход избрания депутатского корпуса всех 101 депутатов и избрание их по одномандатным округам. Второй законопроект, который зарегистрирован от социалистов, предполагает смешанную форму: 51 избрание по спискам парламентских партий и 50 депутатов по одномандатным округам. И в этой связи мы с вами, как автономия, должны также активно участвовать в этом процессе в связи с тем, что Гагаузия как политическая территория, гагаузы как национальное меньшинство имеет полное право, а государство обязано, соответственно, государство имеет обязанность создавать условия для того, чтобы автономия была представлена на национальном уровне. И в этой связи мы должны учитывать международную нормативную практику, нормативную базу и практику, которая предполагает разные варианты создания необходимых условий для участия в политической жизни страны. И одним из способов является формирование одномандатных округов на данной политической территории. С учетом того, что Гагаузия и территориально, и численно представлена 5%, логичным является, чтобы из 101 депутатов Гагаузия получила, назовем это так, определенную политическую квоту, представительство 5 мандатов. И в этой связи мы с вами слышим разные заявления о том, что Гагаузия действительно будет иметь квоту, но мы с вами должны более детально понимать суть, как это видится с центра и как это нам видится с региона. С центра видится, что в числе 50 депутатов, которые будут избраться по одномандатным округам, естественно, и на территории Гагаузии будет определенное количество избираться. В нашем же понимании это
необходимость закрепления в самом законе, в данном случае кодексе избирателям, чтобы одномандатные округа формировались на территории автономии, и это было зафиксировано в самом законе, как одномандатные округа на данной территории, в том числе и количественно обозначая. Поэтому мне кажется, что в ближайшее время необходимо, чтобы Народное собрание на своем заседании принял соответствующую резолюцию, возможно, законопроект, который направлен на конкретное закрепление наших прав в этом плане. Ситуация с данными законопроектами такова, вы из средств массовой информации знаете, 5 мая эти два законопроекта были приняты в первом чтении. Впоследствии первым был принят законопроект демократов, вторым был принят законопроект социалистов, и при принятии законопроекта социалистов она принята была в качестве базовой. После чего было заявлено о том, что есть рабочая группа, куда входят представители этих двух фракций, как минимум. И эта рабочая группа доработает единый законопроект, который в ближайшее время будет представлен в Венецианскую комиссию. И Венецианская комиссия ожидается в середине июня даст свое соответствующее заключение. В этой связи нам необходимо учитывать вот такую перспективу и в ближайшее время изложить свою позицию.